Если кто-то из соседей заносит во двор газовые баллоны, это еще один повод звонить в газовую службу. А изношенные шланги, замурованная вентиляция – мина замедленного действия. Хорошо, что вовремя спохватились. 2 брата Чапановых доставлены в ДРКБ с тяжелым отравлением угарным газом. В случае внезапного удара тело человека должно быть четко зафиксировано на месте, иначе неконтролируемое перемещение по салону может нанести непоправимый вред. Так что просто пристегни ремень безопасности и минимизируй риск ДТП. Расскажем о проводимом сотрудниками ГИБДД рейде. Есть ли вакансии на селе? Минпросвещение России запустило информационный портал «Земский учитель». Наконец-то есть возможность, чтобы детям было где поиграться, чтобы выучиться каким-то знаниям. Школа, детский сад, дом культуры и не только. Социальное развитие селения Средние Челуки в нашем выпуске. Там медики в первую очередь попытаются вывести его из состояния частичной комы и окажут всю необходимую консервативную помощь. Пострадавшего в ДТП Адама Коригова сегодня отправили на лечение в Московский центр имени Лядова. Здравствуйте, это новости 24. Уже завтра, ровно в полдень, Владимир Путин огласит ежегодное послание Федеральному собранию. Президент обозначит основные векторы внутренней и внешней политики России на ближайшую перспективу. На мероприятии ожидается более 1000 гостей, аккредитовано более 800 журналистов. Послание президента считается одним из главных мероприятий года и вызывает к себе повышенный интерес СМИ. О чем будет говорить президент, пока держится в секрете, но по прогнозам экспертов, руководитель страны уделит особое внимание проблеме снижения доходов населения. Также ожидается, что в послании будут затронуты направления развития социальной сферы, цифровых и космических технологий. Беда подкралась незаметно. Впрочем, ЧП такого рода именно так и происходят. Угарным газом отравились братья Чапановы. Мальчишки-погодки, 9 и 10 лет. Сейчас оба в тяжелом состоянии проходят лечение в детской республиканской клинической больнице. Причина тому – водонагреватель без дымохода. Как удалось избежать трагедии и сколько еще подобных случаев зафиксировано в регионе, расскажет Залимхан Калоев. Это их почти 3-й день пребывания в реанимационном отделении. Братья Чапановы, 9-летний Идрис и 10-летний Рашид, были госпитализированы в детскую республиканскую клиническую больницу в крайне тяжелом состоянии. Сейчас оно оценивается с положительной динамикой. Дети отравились угарным газом. Старшего мальчика, возможно, скоро переведут в обычную палату. Второй ребенок, Идрис, он находится на аппаратном дыхании, но если непосредственно работа аппарата вас интересует, на входе ребенок был на контрольном режиме, сейчас там уже режим вспомогательный, параметры помягче, ребенок небольшую положительную динамику он дал, но в любом случае он пока ситуация остается тяжелой. ЧП произошло в Карабулаке. Причиной всему самовольно установленный водонагреватель без дымохода, что и привело к скоплению угарного газа. Данные дети находились в ванной комнате. В ванной комнате газовую колонку устанавливать нельзя категорически. Второе. Дымоход. Это так называемая гофрированная труба, которую тоже нельзя устанавливать. Сама труба протяженностью максимум 1,5 метра. Дымоход должен быть в металлическом исполнении и находиться выше карниза как минимум на 50-60 сантиметров. На выходе из колонки труба не была закреплена. Оттуда ушел угарный газ. С начала отопительного сезона это уже 64-й случай отравления угарным газом, причем все дети. Причины по-прежнему одни и те же. Неправильная эксплуатация газового оборудования, печки-буржуйки и газовые колонки, установленные в ванной. К сожалению, без летальных случаев не обошлось. От отравления угарным газом в конце прошлого года умер мальчик 11 лет. При отравлении человек испытывает слабость, головокружение, тошноту и рвоту, а также не может сконцентрировать внимание. При этом достаточно несколько раз вдохнуть угарный газ, чтобы потерять сознание. На сегодняшний день медики лечат отравление при помощи чистого кислорода. Ситуация с отравлениями по сравнению с прошлыми годами критическая. Процентов на 20 увеличилось поступление по отравлению угарного газа. Это особенности в зимний
осенне-зимние периоды, увеличиваются они. Поэтому, я думаю, в ближайшие 2-3 месяца будем ждать еще поступления с такими диагнозами. Тихая смерть без цвета и запаха. Главная опасность газа в его привычности и повседневности. То есть в том, что опасность не ощущается. Не каждый человек поймет это отравление угарным газом или какое-то другое патологическое состояние. Обращаться, конечно, к специалистам газовой службы для того, чтобы налаживать дома всю эту систему. А так, в первую очередь, это кислородная терапия. Нет ничего лучше, чем элементарная осторожность. Например, в жилых домах может использоваться только природный газ, а не сжиженный, который опаснее, а его взрыв куда мощнее. Поэтому, если кто-то из соседей заносит во двор газовые баллоны, это еще один повод звонить в газовую службу. А изношенные шланги, замурованная вентиляция – мина замедленного действия. Зелимхан Калоев, Адем Далаков, Новости 24. По статистике, использование ремней безопасности предотвращает смертельные повреждения на 75%. Если отказаться от фиксирующих лямок, то при скорости в 40 км в час и лобовом ударе урон для здоровья человека будет таким же, как падение с 4-го этажа стандартного многоквартирного дома. Ну а на большой скорости риск получить травму снижается в 2 раза. Это если вы использовали ремень безопасности. Вот такие реальные факты. О них и не только информирует ГИБДД. Об очередном рейде расскажет Микаил Тангиев. Профилактика жертв скорости, ремень обязательно. Предупредить. Именно с этой целью сотрудники госавтоинспекции по Ингушетии выехали на очередной рейд в Сунджу. На этот раз проверяют, используют ли автолюбители ремни безопасности или по-прежнему рассматривают их в качестве бесплатного приложения. Инспекторы останавливают нарушителей и напоминают им о таком важном правиле. Операция ремень безопасности обязательно. Ремень должен он безопасен. Давай мяшила дышнатха. Рейд ГИБДД носит профилактический характер, поэтому сегодня здесь никого не штрафуют. Вместо этого водителям делают устное замечание, а также раздают специальные памятки. Нужно отметить, что за прошедший год в регионе было зафиксировано 181 ДТП, в которых погибло 58 человек, и 303 получили ранения различной степени тяжести. Цифры довольно пугающие, но по словам сотрудников, многих жертв удалось бы избежать. Не забудь, участники этих аварий, о ремне безопасности. Наши водители, к сожалению, забывают использовать ремень. Забывает о том, что при столкновении тяжесть последствий может быть высока и возрасти несколько раз. При скорости транспортного средства 50 км в час вес человека увеличивается в 30 раз. То есть при малейшем столкновении наш вес увеличивается в несколько раз, и мы получаем увечья, и, к сожалению, у нас гибнут люди. Многие сознательно не пристегиваются за рулем, считая ремни безопасности бесполезным приспособлением. Между тем доказано, что они в разы уменьшают риск получения травм при дорожно-транспортных происшествиях. Согласно статистике, использование ремней почти на 50% снижает вероятность гибели для водителей и пассажиров на передних сиденьях и на 25% для пассажиров на задних сиденьях автомобилей. В случае внезапного удара тело человека должно быть четко зафиксировано на месте, иначе неконтролируемое перемещение по салону может нанести непоправимый вред. Все же необходимо отдать должное многим автолюбителям, которые со всей ответственностью относятся к теме безопасности на дорогах. Многие просто не понимают, как можно, будучи в здравом уме, подвергать свою жизнь риску. При этом неважно, насколько дальняя будет поездка. Безопасность по-любому. У нас такой менталитет, что стыдно одевать ремень типа молодой там туда-сюда. Но это дисциплина, это прежде всего дисциплина приучает водителя к дисциплине. Что сейчас на дорогах творится, вы видите, что... Одно дело, когда взрослые по своей невнимательности или другим причинам не пристегиваются за рулем, и совсем другое, когда они забывают о безопасности маленьких детей в салоне автомобиля. Пропаганда снижения уровня травматизма с участием детей-пассажиров и пресечение их перевозки без специальных удерживающих кресел – еще одна задача этого рейда. Дети должны быть пристегнуты так, как и вы сами. Поэтому не забывайте о том, что детей пристегивать, перевозить их в детских удерживающих устройствах. Это же маленькие, совсем грудные дети, то нужно их перевозить в
специальных люльках для того, чтобы ваш ребенок был в безопасности. Не думайте о том, что если вы держите ребенка на руках, вы его защитить можете от всего. В любой момент водитель, дабы ваш водитель или же другой водитель может реагировать на дорожное движение по-разному, и, к сожалению, происходит ДТП, где у нас, к сожалению, также калечатся наши с вами дети. Непристегнутый ремень иногда становится причиной получения тяжелых травм при авариях, несовместимых с жизнью. И за примерами далеко идти не нужно. Буквально несколько дней назад по дороге в Малгобек столкнулись две легковушки. На лобовом стекле одной из них остались следы, предположительно от сильного удара головой. А накануне на федеральной автотрассе Кавказ произошла еще одна авария, в результате которой обе машины слетели в кювет. Сотрудники ГИБДД призывают водителей пристегиваться и быть внимательными за рулем автомобиля. К сожалению, на данном участке дороги совершено было ДТП с одним пострадавшим. Причины следствия будут выясняться по данному факту. Но мы хотели бы обратиться к нашим жителям, чтобы они обращали внимание на то, что в данном участке дороги ведется большая реконструкция для того, чтобы самим водителям было удобно, чтобы они более обращали внимание на дорожные знаки, не превышали скоростной режим, уважали других водителей транспортных средств и соблюдали правила дорожного движения. В следующий раз нарушителей ожидает штраф в 1000 рублей. Но по словам сотрудников ГИБДД, водители и пассажиры должны четко понимать, риск попасть под административную ответственность не должен стать ключевым фактором для соблюдения элементарных правил безопасности. Куда важнее это страх потерять самое дорогое – жизнь. А ведь дома многих ждут близкие люди. Михаил Тангиев, Ахмед Гандаров, Новости 24. В Минтруде страны назвали регионы рекордсмены по рождаемости. Ингушетия вошла в тройку лидеров среди субъектов России. В течение прошлого года с января по ноябрь рост рождаемости отмечается только в 3 регионах – Москве, Карачаево-Черкесии и Ингушетии. Оценка производилась из показаний коэффициента рождаемости, который отражает число рождений на одну женщину. Самая высокая оценка в Москве. За 10 месяцев она выросла на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ну а в целом по России прошлый год показал снижение рождаемости. Сегодня в Москву доставили пострадавшего в ДТП Адама Коригова. В организации транспортировки посодействовал Махмуд Али Калиматов. К главе Ингушетии ранее обращалась мама молодого человека. Ну а финансовую сторону, в том числе и помощь семье, взял на себя благотворительный фонд. Ирина Цычуева была в числе провожающих в аэропорту и расскажет подробности этой истории. Адаму Коригову 24. Больше года назад он попал в страшное ДТП. На своем авто возвращался домой по федеральной трассе. Когда понял, что на него несется машина и столкновения не избежать, сам вывернул в кювет, врезался в столб. В результате аварии Адам получил травмы различной степени тяжести. Все его тело парализовало. Родные куда только не обращались за медицинской помощью, но Адаму не становится лучше. В отчаянии мать молодого человека обратилась на прием граждан к главе Ингушетии. Махмуд Али Калиматов дал поручение помочь во всех организационных вопросах, а Ассоциация благотворительных фондов Ингушетии собрали необходимые денежные средства. У него повреждено все тело. Семье была просто необходима финансовая помощь. Адам единственный сын в семье, не женат. Его мать обратилась к нам в Ассоциацию благотворительных фондов Ингушетии. За 10 дней нам удалось собрать нужную сумму, всего 900 000 рублей. У Адама Коригова многочисленные травмы. Молодой человек находится в состоянии частичной комы. Есть договоренность с ведущим центром реабилитации после травм и заболеваний. Именно врачи клиники, единственные в стране, согласились принять пациента. В клинике Лядова в Москве Адама Коригова уже ждут. Мы договорились, чтобы карета скорой помощи встретила там, в Москве, и клиника оказала всю необходимую помощь. Клиника Лядова в Москве специализируется на лечении именно таких тяжелых пациентов, как Адам Коригов. Сопровождать молодого человека в поездке будут родители. В ближайшие месяцы Адам Коригов проведет в Москве. Его доставят в одну из лучших столичных клиник. Там медики в первую очередь попытаются вывести его из состояния частичной комы и окажут всю необходимую консервативную помощь. Лена Цычуева, Мэрбек Миржоев, Новости 24. Минпросвещение России запустило информационный портал «Земский учитель», который позволит педагогам найти вакансии в сельских населенных пунктах, поселках или городах с населением до 50 000 человек. Портал функционирует по принципу одного окна, обеспечивая оптимальное взаимодействие участников и организаторов программы «Земский учитель». Подать заявки на конкурсный отбор могут учителя, имеющие среднее, профессиональное или высшее образование. Срок приема заявок до 15 апреля. Окончательно дату каждого
каждый регион определяет самостоятельно. Обязательное условие для участников – дальнейшая работа в школе не менее 5 лет с учетом нагрузки не менее 18 часов. В рамках программы победителям конкурсного отбора, заключившим трудовой договор, предусмотрена единовременная компенсационная выплата в размере 1 миллиона рублей. В Средних Очелуках скоро появится несколько социальных объектов. Они на разных стадиях строительства. Об их необходимости для сельчан говорить не приходится. Население увеличивается, детям необходимо дошкольное образование, не хватает школьных мест. По принципу культуры в каждое ингушское село в Очелуках возводят и ДК. Репортаж Тамары Хашагульковой. А из нашего окна стройка садика видна. Зареме Горбаковой до него рукой подать. Новость о возведении объекта, признается женщина, ждали всем миром. В селе проживает около 4000 человек. Здесь до сих пор не было ни одного дошкольного заведения. С этой проблемой каждый родитель справлялся как мог. Мы раньше возили своих детей, своих внуков в Назрань, в Магаз, даже здесь в Верхних Очелуках. Я сюда своих внуков приведу. И я очень рада, что у нас наконец-то есть возможность, чтобы детям было где поиграться, чтобы выучиться каким-то знаниям. Типовое здание, рассчитанное на 12 групп детей, отвечает всем современным стандартам. Просторные комнаты, игровые, столовая, медпункт и спортивные залы. Здесь предусмотрено все для планомерного развития малышей. Его торжественное открытие намечено на весну 2020 года. У нас здесь и благоустройство начато, и высокая подпорная стена, и теневые навесы. А внутри ведутся все работы. Штукатурка, значит, все окна, двери установлены, кроме деревянных, потому что тепло еще мы не подали. Буквально день-два мы подаем тепло. Кровля закончена, значит, вся кирпичная кладка завершена. Значит, мы здесь даже сделали наружное освещение, проложили кабель. Стойки готовы у нас лежат. Все лучшее детям. Можно сказать, что в Средних Очелуках этот девиз многие взяли себе за основу. Буквально в паре метров от детского сада летом прошлого года начали строить еще и школу на 720 мест. Ее возведение начато на месте старой, 15-й. Образовательное заведение станет вторым по счету, но первым по значимости. Ведь единственное функционирующее общеобразовательное учреждение рассчитано только на учащихся с 1 по 9 классы. Школа у нас трехэтажная, рассчитана на 720 мест. Плюс большой спортзал, пищеблок, большая столовая, большая футбольная площадка. Помимо этого еще маленькие